Любопытная выставка открывается сегодня в музее Костеева. Уйгурский князь Азат Акимбек представляет публике свою частную коллекцию, которую собирал в течение 45 лет. Это культпоход. Здравствуйте. Коллекция Азата Акимбека неплохо известна искусствоведам и коллекционерам, причем не только в нашей стране. Князь по происхождению Акимбек, как и многие уйгуры, в силу сложных жизненных обстоятельств и исторических перипетий, повидал немало, и далеко не все это вспоминать приятно. 5 буханок, не булка тогда, буханок серого хлеба я приносил домой. Не было ножа, бабушка ломала. Вот, значит, и как в армии было, как это, паёк, 200 грамм. Это была такая вкуснятина. Сахар был огромный, комковой, там чем-то бабушка ломала, он рассыпался. Это была страшная жизнь, но для нас, мальчишек, это я потом сейчас со высоты своего возраста все это вижу, все это читаю. А коллекционирование началось неожиданно с кувшина, подаренного бабушкой в конце 70-х. Эта семейная реликвия и стала в итоге гвоздем любой экспозиции Акимбека. Вот этот кувшин, он меня потряс. Я его положил под голову на ночь, никому не давал в руки. И она говорит: вот видишь, если этот кувшин создал уйгурский кашгарский мастер, значит, подобное еще можно найти. Иди к людям. Я говорю: апа, я не знаю родного языка. Как я пойду к людям? Это же стыдно. Нет, иди, тебя поймут. Среди экспонатов, представленных на выставке, старинные предметы быта и одежды, инструменты мастеров, украшения, карты и ковры, рукописи, керамика, книги – все это князь собирал в течение 45 лет. Как правило, на продажу ничего из этого не выставляется, но бывали уникальные ситуации, когда хозяин делал щедрые подарки. Например, несколько лет назад подарил французской актрисе Катрин Денев старинный ковер, удивительно напоминающий красных рыбок Матисса. Настолько красиво, настолько вообще тревожит это все. Вот эта вот посуда, и вот там вот еще вот есть посуда, которая пользовались еще вот бабушки, дедушки, прабабушки. У бабушки моей был вот это вот именно вот эта посуда, где месили тесто. Я сейчас его увидела. Мне очень нравится выставка. Здесь все очень древнее, и это классно. Не только собирательство, но и хранение подобной коллекции – дело хлопотное. Как сохранить вещи, и без того повидавшие немало и прожившие столь долгую жизнь? Но, видимо, коллекционерами, как и аристократами, рождаются и остаются навсегда. Знать и в деталях помнить историю своих предков вплоть до 7-го колена, тщательно собирать и оберегать историю, порой в обрывках и осколках – это миссия, которую осмелится на себя взять далеко не каждый. В эти дни у нас с вами есть возможность прикоснуться, в том числе и вполне буквально, к уйгурской старине. Алевтина Мадьярова, культпоход, Алматы.